Наиболее ранние обнаружения захоронений датируются 5-м тысячелетием до нашей эры, временем, когда человечество только начинало осваивать металлы. Этот некрополь использовался на протяжении 2000 лет, вплоть до эпохи Средней бронзы, что делает его одним из самых древних исторических памятников Северного Кавказа. Этот памятник – настоящая капсула времени. Каждое погребение, каждый артефакт дает ответы на вопросы, кто жил здесь тысячи лет назад, как формировались народы Кавказа. Все, что будет обнаружено, пополнит фонды музея Чеченской Республики. На данном курганном могильнике на сегодняшний день нами исследовано было около 30 погребений, которые относятся, им около 7000 лет, это получается 5-е тысячелетие до нашей эры. Наши работы дают нам знания о прошлом, дают нам знания о формировании современных народов, которые находятся на территории Чеченской Республики. Они помогут нам обогатить фонды Национального музея Чеченской Республики, позволят нам понять погребальный обряд, который существовал в древности. Уже обнаружены погребения разных эпох, от медного века до средней бронзы. Среди находок украшения, останки скелетов разного возраста. Особый интерес представляют каменные конструкции. Такая традиция характерна именно для Кавказа. Ицаяк объект швей реализовываться для моей по республике газопровод дела, линии электропередачи, лаккедек дела. Иште масштабное строительство, юечметта, ишт халарзам нахилил памятник шагучирщу. Ахцундейла вай дихарду цан дол да махулцнах пайдица. Дуй Активно помогают и местные жители, которые приносят свои находки, что делает коллекцию еще богаче. Материальные ценности ушмаяти, гумшдуй цундейла так оцнага иш шейнцапейд юцурбу бохша, цанадайохки ояк шхулсеришдуй яцана пейд сахулцанах я и бол лило чана пейд сахулцанах. Ишт царью горш венгушел горш наконечники, копья, браслеты, керамические сосуд, шот киёна хоткша, хох иштар уахар хочо, мяди мусаевса, нагердуй гулин. Ишт вейк хайлю хорша дал мулаха вей циг вахаяхана хорам шеши это инвентарный номер, кедек, цутя бабиш бол бабина, ушевает музей, дакачварю. Сон аллер дуйор мяди цахилца аша ой хориш таборсан арсан долхумш гучдүлшду ахнага ел йохчик дуй музей и хумш дакачи хари цунавайн масана пейтхербар элхитсу на шекер хомалла йохса лушмаяца исторически значимый ахрахана уштайхалша шогаца культурный слой мостов югошокца. В раскопках участвуют опытные специалисты, среди них Владимир Моисеев из Волгоградского университета. Он занимается археологией уже более 20 лет и неоднократно участвовал на экспедициях на Северном Кавказе. В данном моменте вы можете видеть уже раскопанное погребение с каменной оградкой. В этом случае еще не зачистили погребение, но каменная оградка уже проглядывает. То есть мы можем наблюдать это. В дальнейшем, после фиксации камней, мы уберем середину, и тоже будет там находиться костяк, скелет человека. Находимся мы здесь больше месяца уже. Это последний курган. В данном кургане из 3 курганов один был без каменной оградки. Этот курган с каменной оградкой, крепидой. Крепида окружает курган, имеет двойное назначение. Первое назначение укрепляет курган от разрушения, и второе имеет сакральное назначение. Это окружает сакральное пространство, ограничивая мир мертвых от мира живых. Среди находок необычное детское погребение. Ребенка 5-6 лет похоронили внутри каменного кольца, а рядом археологи обнаружили останки змей. Интересная находка, конечно, нельзя утверждать о том, что она является обрядовой нормой. Это скелеты 2 змей, которые здесь обнаружены, по сути, на уровне залегания костяка. Интересно, что это уже 2-й случай в этом кургане. В соседнем тоже обнаружен фрагменты скелетов змей. Тут 2 варианта. Либо они клали змей все-таки, по каким-то причинам нам недоступным, неизвестным. Второй вариант,
что змеи просто заползали в ямы, где более рыхлая земля, и устраивали там свои норы. Раскопки продлятся еще 2 недели. После этого находки отправятся в Национальный музей Чеченской Республики, где каждый желающий сможет рассмотреть их поближе. Ибрагим Умалатов, Муса Кадиев и Джалалдин Арсанокаев. Новости.